коллеги! Все мы знаем, что музыка – это душа народа. Испокон веков Осетия славится своей самобытной музыкой, чарующие звуки которой создают наши народные инструменты. Иром фандер, Дала фандер, Кишен фандер, Ваданс, Лавну Ваданс, Тувада штану фандер. Народная музыка окрыляет нашу душу, пробуждая чувство добра, любви, красоты. По инициативе Министерства культуры нашей республики Центром традиционной культуры и этнотуризма «Фарм» впервые проводится республиканский фестиваль оркестров народных инструментов «Золотая лира». К нам на праздник приехали оркестр народных инструментов «Ваданс», Центра развития творчества детей и юношества «Заря», город Владикавказ. Сводный оркестр народных инструментов Иравского района Ирафизалта. Оркестр народных инструментов Дворца культуры селения Октябрьская Худалтынамыш. Оркестр народных инструментов Дома культуры селения Синдикат Дегорского района. Для открытия фестиваля на сцену приглашается глава администрации местного самоуправления муниципального образования пригородного района Есиф Руслан Асламбекович. Уважаемые гости, уважаемые жители пригородного района, как уже сказала ведущая, впервые республика проводит вот такой конкурс-фестиваль оркестровых коллективов. Поэтому нам вдвойне приятно, что конкурс проводится в республике впервые, и этот конкурс проводится на территории пригородного района в нашем Дворце культуры. Что бы хотелось сказать? Народное творчество, оно всегда было, дай Бог, всегда будет. Из народного творчества вышли огромное количество артистов, огромное количество музыкантов, огромное количество певцов. Вот сейчас пообщались и отметили, что, может, не было вот таких конкурсов самых таких вот, начиная от детей и заканчивая взрослыми. Не было бы у нас, наверное, ни Гергиева, не было бы ни Вероники Дударовой, не было бы ни нашего земляка Тимура Сланова. Но благодаря тому, что республика, руководство республики проводит вот такие конкурсы, наше подрастающее поколение видит, наше подрастающее поколение слышит, наше подрастающее поколение учится, участвуя в этих конкурсах, начиная вот в районе, потом в городе, в республике, за пределами республики, и постепенно кто-то из них выходит на уровень мировой. Поэтому мы всегда рады видеть гостей у себя в этом Дворце культуры. Мы всегда рады проведению любых мероприятий, которые приносят пользу нашим гражданам, нашему подрастающему поколению. Поэтому от имени главы района Гаглоева Алана Сартеновича, от имени администрации пригородного района, я благодарю наших гостей за то, что они приехали к нам, за то, что они принимают участие в этом конкурсе, фестивале. Хочу пожелать всем добра, счастья, материального благополучия. Вы знаете, как конкурс, который сегодня проводится, здесь ни жюри, никого нет, но уже одно хорошо, что коллективы прибыли с разных уголков нашей республики, коллективы друг друга увидят, друг друга услышат, чему-то друг друга научатся. И дай Бог этим коллективам завтра выйти на уровень российский, возможностей на мировой. Мы будем только рады. Поэтому в преддверии Нового года я хочу поздравить всех жителей пригородного района, всех участников сегодняшнего фестиваля. И еще раз хочу пожелать им в первую очередь здоровья, добра, любви. Раньше не говорили никогда про материальное благополучие,
благополучие, но сегодня материальное благополучие – это одна из составляющих нашей жизни, поэтому я желаю вам всем материального благополучия. Будьте счастливы, с наступающим Новым годом! И поскольку этот фестиваль впервые проводится на территории нашего пригородного района, считаю, что мы вправе рассчитывать, что и другие конкурсы в 2017 году также будут проходить на территории нашего района. Мы всегда рады видеть гостей в этом зале на территории пригородного района. Снова с наступающим Новым годом! Оркестр народных инструментов Дома культуры и селения Синдикау был основан в 1997 году. Художественным руководителем является Ислам Цопанов. В составе оркестра – жители района. Репертуар оркестра постоянно расширяется и обновляется. Его основу составляют произведения русских, осетинских и кавказских авторов. В 2012 году коллектив стал лауреатом премии конкурса «Иры Фарм». Главной задачей в своей работе считают выявление и вовлечение в ряды музыкантов, новых исполнителей и воспитывать в них традиции осетинской национальной культуры. Итак, на сцене оркестр народных инструментов Дома культуры и селения Синдикау, руководитель Ислам Цопанов.
друзья, программа нашего фестиваля продолжает лауреат всероссийских и международных конкурсов Руслан Кабалотин. Встречайте! Оркестр народных инструментов «Уадес» был основан в 1960 году. С тех пор его бессменным руководителем является народная артистка нашей республики Зема Агнаева. Коллектив носит звание образцового
является неоднократным лауреатом республиканских, всероссийских и международных конкурсов. В репертуаре оркестра аланский народный фольклор, разножанровые народные мелодии, а также произведения осетинских композиторов, таких как Сима Ривазова, Николай Петров, Владимир Цопоев. Встречайте, на сцене оркестр народных инструментов «Уаденс», Центр развития творчества детей и юношества «Заря», город Владикавказ.
Дорогие друзья, для вас поет Аслан Медоев. Встречайте. Прошу чешка и
Оркестр народных инструментов Дворца культуры селения Октябрьское – коллектив молодой и амбициозный, но имеющий за плечами богатый опыт выступлений не только на самых лучших площадках республики, но и за ее пределами. За неполный год работы оркестр под управлением заслуженного работника культуры Республики Северная Осетия Алани Романа Джихаева достойно выступил на Всероссийском фестивале народного творчества «Рождественские святки» в городе Сочи, где занял первое место. Также коллектив принял участие в 10-м Всероссийском фестивале национальных культур «От Волги до Дона» в городе Волгограде, который собрал на своих площадках более 70 коллективов со всей страны, откуда достойно привез также первое место. Благодаря смелым новаторским поискам руководителю удалось добиться высокого исполнительского искусства оркестра, сопровождающего выступления вокальной группы. Свою репертуарную политику коллектив строит исключительно на произведениях осетинских композиторов. Итак, на сцене оркестр народных инструментов Федор Танамыш. Bye.
также пригласить на эту сцену победителя республиканского конкурса эстрадной осетинской песни Суслана Кусова. Встречайте! Сводный оркестр народных инструментов работников культуры селения Чекала и Рафизалта был основан в 2000 году и за короткий срок стал заметным явлением в культурной жизни нашей республики. Руководит оркестром великолепный музыкант и композитор, замечательный человек Анатолий Дзоблай. Его требовательность и тонкий вкус способствуют развитию участников высокого чувства понимания музыки, любви к национальной культуре. За короткий срок оркестр стал участником международного фестиваля в городе Воронеже «Русь песенная, Русь мастеровая», межрегионального фестиваля «Песен о героях», международного фестиваля искусств «Море, соль» и другие. В настоящее время оркестр работает над новыми произведениями, планирует участие солистов-вокалистов с оркестром и увеличить гастрольную программу. Встречайте, на сцене оркестр народных инструментов Дома культуры селения Чекала и Рафизалта, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия Алания Анатолий Дзоблай.
Дорогие друзья, на сцену приглашается актриса театра и кино Римма Царикаева. На сцену приглашается заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия Алания, лауреат международных конкурсов, дирижер Галина Кузнецова. Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, потому что это поистине праздник. Это чудесно просто, потому что уровень всех артистов выше, высокий, профессиональный. Это здорово, потому что уже такого давно не было. Я так помню, 90-е годы, дальше. Это все есть Бог, есть любовь к этому. Прекрасно, что сохраняется репертуар, что это все приятно, что участвуют не только
Ну, от мала до велика. Сила. И, спасибо. Очень приятно, опять-таки, что когда идут люди серьезного возраста и с удовольствием это делают, да нет слов просто от восхищения. Мне очень приятно, что это все поддерживается, что люди с удовольствием ходят просто играть и ощущать вот это состояние души. Потому что лучше музыки, по-моему, ничего нет. Музыка это прекрасно, музыка это речь, радует. И все остальное, конечно. Поэтому я считаю, что сегодняшний фестиваль – это очень большая удача. Это нужное мероприятие, потому что я вижу в зале детей. И я думаю, что вот эта любовь к музыке, к осетинскому искусству должна в них пробуждать самые хорошие чувства. И любить это все и нести дальше. Потому что, к сожалению, у нас немножечко пропадал этот момент, когда не все хотели играть, не все хотели участвовать в этих концертах, конкурсах. Раньше это было немножко активно. Но сейчас это возрождается, и это очень здорово. Потому что музыка движет жизнь. Ну, добро есть добро. Поэтому я сегодня хочу сказать большое всем спасибо за доставленное удовольствие, потому что это было на хорошем профессиональном уровне, и это радует. Потому что вот раньше было немножечко не так. Сейчас это хорошо. Это отлично хорошо. Спасибо. На сцене сводный оркестр народных инструментов нашей республики. Встречайте! Дирижирует заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия Алания Анатолий Забулаев.
Дорогие друзья, на сцену приглашается директор Республиканского центра традиционной культуры и этнотуризма ФАР Валерий Царий и начальник управления культуры пригородного района Мадина Туаева. От имени всех работников пригородного района я хочу сегодня сказать большое спасибо нашим гостям за тот праздник, который они нам сегодня подарили. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить начальника управления образования Цареву Альбину Исмаиловну, учителей Кобелевской первой школы, Октябрьской первой школы, Октябрьской второй школы за приобщение детей к культуре и искусству. Огромное спасибо. Спасибо Центру народного творчества ФАР за то, что они выбрали для проведения этого праздника наш район. Огромное спасибо. И сегодня у меня еще одна почетная миссия. От имени главы нашего района Гаглоева Алана Сарденовича я хочу вручить вот эти красивые конверты нашим гостям. Дорогие друзья, добрый день еще раз. Сегодня очень много было сказано очень хороших слов. И особенно я хочу поблагодарить вот этот коллектив, которые сегодня здесь собрались. Вы не представляете, какую радость вы доставили для нас и какую уверенность в том, что этот жанр не пропадет. Потому что вы сами помните, какими трудностями мы проходили, как всегда было сложно найти инструменты, организовать репетицию. И мы с вами верим, что раз такое внимание сейчас уделяется народному творчеству, руководству нашей республики, я верю, что в следующий раз сольный оркестр мы организуем не 80, не 100, а давайте замахнемся на 200 человек, пока в ближайшее будущее. Так что огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше искусство, за ваш талант, я бы так сказал. И самое главное, хочу поблагодарить и зрителей, которые сегодня в этот холодный день пришли, и поблагодарить руководство района, потому что если бы на нашу просьбу глава района и руководство района так не отозвались, наверное, это мероприятие бы здесь и не состоялось. Поэтому и управление культуры, и сотрудникам Дворца культуры огромное вам спасибо. Как-то так получилось, что первенство теперь у вас. И как сказал глава администрации сегодня, давайте вместе делать проекты, которые будут полезны не только для нас, но и для нашего зрителя, и для всех, кто любит искусство, кто любит культуру национальную. Всем огромное спасибо. И, конечно, любое мероприятие без подарков не бывает. Мадина, давайте я загадаю желание. Мадина, да, очень приятно. Дипломом награждается оркестр народных инструментов «Уаденс». Диплом вручается оркестру народных инструментов Дворца культуры селения Октябрьская Быдалтынамыш. Оркестру народных инструментов Дома культуры селения Чикала и Рафи Залтам.
оркестру народных инструментов Дома культуры селения Синдикау Дегорского района Исламу Цупан. Дипломом награждается самая юная участница фестиваля Бимбасова Арина. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что сейчас у нас еще продолжение, да? Песня, по-моему, нет, уже не поет сегодня. И я тоже хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Я знаю, год будет удачный, год петуха. Я думаю, что ваших на бата казали много, аж не выпаду, да много аж самогасил. Кожа выпаду. Дорогие друзья, наш фестиваль подошел к концу. Но мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. Желаю, чтобы струны ваших творческих душ всегда играли мажорные мелодии. Пусть музыка всегда помогает радоваться жизни, думать о прекрасном. Чтобы на сердце всегда звучала мелодия весны и любви. Пусть нотки счастья ворвутся к вам в дом. До новых встреч! Спектакль Зубакаста, трагедия Даратта и комедия Даратта, я угодил на создателям Ма и Даратта, Казбиба, Мамиру, Казбиба, Казбиба, Святой Басов. Как Марта Удадова, а дайте мама не кидать. Я угадал, а покажу, республиканский смотр наружных театров. Его организатор такая, его Даратта, Лорфаза и Василий Гауте, Ачафу, Израиль, Адам, Курони, Москва, Космос, Йохан Фазаки, Йохан Фаз, театр Москва,
величезний, але це не враховує його познавательний. Каждый мне дает себе как-то, надо не бавиться себе. Мать мать ухатая как-то. Мене кангаквайта вот инвестиция народной артистской картины. Евна вероятно, агасия это фольклорный клуб. Мать вот так вот не каждый. Вот это где вы на хачарасе. Хавар пас, хавар супер хасет, хавар майна. Мать его майна. Грамота, благодарность на районе Хельсаваки, Балаварками. Награждается коллектив Народного театра РТК Селения Чикола Пиратского района за участие в республиканском смотре народных театров и активную пропаганду театрального искусства. Глава администрации местного самоуправления Мартин Кудрасов. Все хорошо, я занят. Birkaç adamın ağası kavramı, starı Türkçe'de iyi olduğunu biraz merak ettim. Yema başlayakta, bana teatralın adamın teatrı, dramıştı, spor, kayışta hayat bana, abun scenaryo mahanda abun kişkurta, Бира вот так хорошо обсуждать, что Ема старика Она центр фарна кухария тиражнуга на дорогом могли бы пошли на награждается участник республиканского фестиваля смотра Народный театр республиканского Пиратский район. Подпись Валерий Савельев. Автор Милан Нажара, секретарь.